Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на вас. А тема звучит так: кто из-за вас потерял покой и сон? Кто это человек, либо кто эти люди? Песочек нам все покажет и все расскажет. Загадайте, пожалуйста, на себя и давайте посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, интересно. Ну, видите, двое вышло. Два человека. И каждый со своим влечением и тоской. Видите, один персонаж с целым мешком и второй персонаж с целым мешком. Хотя у второго больше, как, знаете, на такую крупную рыбу похоже. Ну, рыба — это любовь. Это любовь, любовная, тоска невыносимая. Сейчас мы до них дойдем. Но прежде всего меня очень волнует вот эта каракатица. Это женщина. Девочки, это именно женщина. Каракатица. У нее такие щупальцы. Либо, знаете, по фигуре она какая-то вот объемная, корпулентная. А, например, ножки тоненькие, ручки тоненькие. А вот это корпус, да, плечи, грудь, живот, да, вот прям как этот шар на ножках. А у кого-то отыграется, что вы ее так про себя называете, эту женщину. Так и говорите: каракатица. Но она очень ядовитая, очень неприятная. Да, это каракатица у нас, вот это вот черная выпускают, чернила. Не помню. Если помните, напишите в комментариях. Почему-то мне кажется, что это именно либо какие-то моллюски, да, либо действительно вот прям образ пришел, что она постоянно вот эту чернуху выбрасывает из себя. Энергетически. Она прямо у вас у корня вышла. Могу предположить, что из-за этой женщины у вас в жизни очень-очень много неприятностей. То есть это может быть родственница, это может быть соседка, и также это может быть коллега, либо начальница. Женщина, которая не спит, не ест, потому что ненавидит, потому что вы ей мешаете. Считает, что вы ей дорогу переходите. И она прям усиленно работает над тем, чтобы вам насолить, досадить, либо каких-то гадостей и пакостей наделать. Что меня радует в этом рисунке? Ну, во-первых, то, что у вас здесь бантик, он же знак бесконечности. Мне нравится, что между вами стена. И мне нравится, что эта каракатица в левую сторону движется, уходит из вашей жизни. Смотрите, чем больше она гадостей, дряни, пакости будет делать вам, тем быстрее она из вашей жизни исчезнет, да? Тем быстрее ее из вашей жизни вытолкают ваши ангелы-защитники, духи вашего рода. Между вами стена. Если бы этой стены не было, если бы не было той защиты, которая у вас есть, да, врожденная, либо вы, может, сами себе ставили защиту, либо кто-то вам, мастер, поставил защиту. Если бы не было такой сильной связи с духами рода, поверьте, она бы вас уже погубила. В прямом смысле этого слова. Да, довела бы вас, либо своими этими порчами, проклятиями уже, знаете, как, действительно изничтожила. Вот прям изничтожила. У нее такие цели. Вы ей очень мешаете. Очень. Тем более я вижу, что у вас дела в гору пошли, либо вот-вот пойдут. Она же этого не перенесет. Не перенесет. Она пытается вас потопить, да, притопить, потопить, а вы все быстрее и выше всплываете. Нехорошая эта женщина. Очень, очень не нравится этот момент. Знаете, еще какое-то время будет воздействие от нее.
но оно слабнет, знаете, как будто бы у нее силы заканчиваются. А ну-ка, да, представьте, если она сама вам каждый день там гадостей желает, это ж сколько энергетики она тратит. Либо если она постоянно ходит к мастеру, чтобы там на вас подделы делать, сколько денег она тратит. И опять же, да, ничего не происходит. Ничего не происходит из того, что ей хочется. Плюс еще вы такой человек. У вас вот если какая неприятность, вы и виду не покажете. У вас всегда подбородок задрат, плечи расправлены, и вы такой бодрой походкой, кто на работу, кто по делам. И она прям из себя выходит. Она не понимает, как это может быть, почему ничего не действует, почему ничего не работает. Я тут пыхчу, стараюсь, а их как с гуся вода. Так, мои хорошие, это, конечно, все лирика, но вам я очень рекомендую хотя бы раз в неделю делать чистку. Домашнюю солевую чистку. Либо просто сходите в храм, купите освященных свечей. Зажигайте, пусть эта свечечка прогорает у вас в доме. Желательно в той комнате, в которой вы находитесь, либо спите. Вот. Ничего сложного в этом нет, но польза будет колоссальная. Эта женщина сама себя доведет от этим своим глупым отношениям. Если это именно соперница ваша, конкретно, да, женщина, там, разлучница, то поверьте, у нее дорога в каком-то левом направлении, и она безвозвратная. Мы не ее рассматриваем, да, я просто говорю, как мне показали, безвозвратная дорога. Вот прям выкатывается, выметается из вашей жизни, и все, назад дороги не будет. Если это какая-то родственница, начальница, соседка, я так понимаю, что увезут ее подальше, либо сама она уедет, да, по какой-то острой нужде, и вы ее как забудете, как страшный сон. Чуть-чуть еще потерпите, и все. Вы под защитой, знаете это. Под защитой. Защита у вас сильная, но чистки тоже надо проводить. Так, что касается вас. У вас, кстати, какое-то томление на душе, я вижу. Вы как такая птичка гордая, свободолюбивая, да, но сейчас как в клетке себя ощущаете. У кого-то проблемы серьезные, у кого-то неполадки в семейных отношениях, в любви неполадки. Послушайте, вам летать, вам парить. То, что сейчас негативчик произошел, это временное явление. Не надо на этом зацикливаться, ничего делать не надо. Все само собой рассосется. Поверьте, не так уж и много вам осталось подождать. Ситуация у вас должна улучшаться уже сейчас, либо вот в ближайшие дни. Я просто это вижу, что у вас улучшения идут. Такие, знаете, дни хорошие, теплые, добрые, наполненные. Как белая полоса начинается в вашей жизни. Поэтому лучше подождите, потерпите. Никаких действий, особенно глобальных, не предпринимайте. Все само собой уйдет, развеется. Так, идем к этим двум страдалицам. У кого есть партнер, даже если вы рассорились, даже если ваш партнер где-то в другом месте находится, вот он без вас очень сильно скучает. Он так в вас нуждается, ему вас всегда мало. То, что вы там спорите, ругаетесь, у кого-то, может, финансовый вопрос, у кого-то ревности, у кого-то еще там дурь какая-то в одном месте играет. Это все не важно. Важно, что любовь, она сильная, она настоящая. И любовь — это богатая, понимаете? Богатая на эмоции, богатая на продолжение, на хорошее, доброе будущее. То есть тот, с кем вы сейчас вместе, общаетесь, встречаетесь, любитесь, вот у вас как судьба быть вместе. Судьба, и у вас все наладится. Даже не думайте, не переживайте. Кто недавно познакомился, кто совсем недавно познакомился с мужчиной, знаете, что этот мужчина уже давным-давно у вас влюбленный. Просто он виду не показывает, стесняется, либо побаивается, да? Но любит по-настоящему. Так, тут я за вас, кстати, очень спокойна. Мне очень все нравится. Смотрите, там и сердце пошли, и мосты пошли. Там мужчина будет очень активно себя проявлять, да и вы вот к нему потянетесь. Это я вижу. Там очень хорошее продолжение у вас идет. И, кстати, у вас какая-то совместная поездка идет. Очень похоже, поедете как на отдых, наверное, вместе, либо к каким-то родственникам.
У вас поездка какая-то увеселительная идет, либо с большой-большой пользой для вас обоих. Так, с левой стороны, вот этот с рыбой, который у нас вышел, у него помимо рыбы еще и топор в руках девочки. Топор, да. Достаточно такой мужчина спорный. Смотрите, у одних из вас отыграется, что этот мужчина был в вашей жизни, это какой-то бывший ваш прям такой бывший, давнишний. У кого-то из вас отыграется, что это, допустим, начальник приставучий, либо сосед, который проходу не дает. В любом случае, мужчина немножечко с какими-то маниакальными наклонностями. Он вас любит, но какой-то садисткой, либо извращенной любовью. Потому что все-таки рыба вышла как любовь, да, любовь, причем вот та самая настоящая. Но вот этот топор, который он выставил перед собой, он меня пугает. Ну, если бывший, знаете, как сам дров наломал, вас потерял, может быть, там по дурости, по глупости, по измене, а теперь понимает, что любил только вас. Вот тоскует, мается и жить без вас не может. И понимает, что ходу ему назад нет. Вот не получится вернуться. Вот такая вы, принципиальная. Вы обиды не прощаете, и его не простите. И назад ни при каких условиях не примете. И он это знает, сидит, пьет, рыдает, страдает, болеет, девочки. Вами он болеет. А у кого-то отыграется, что начальник. Начальник, например, женатый. Да, женатый. Вас он любит, вас он хочет, страстно-страстно. А что он вам может предложить? А? Что он вам предложит? Яркую интимную жизнь? Ну так извините, вы и с другим можете с такой жизнью жить. Вот. И вот он сидит, страдает, понимает, что надо рубить либо там, либо тут, да, либо семью свою срубить, либо вас разлюбить, а сделать этого не может. И отсюда боль, отсюда страдания, отсюда его вот проявления, такие вот именно проявления к вам. Он может, кстати, вас очень сильно там ругать, отсчитывать, критиковать, знаете, как прикрывать. Он боится, что кто-то узнает о его любви, да? Что там разговоры пойдут, там, не дай бог, еще неприятности какие-то случатся. Либо вы начнете смеяться. Ха-ха-ха, ты в меня влюбился, да? Вот этого он боится. Ну, немножко неадекватный. Неадекватный, дядя с головой явно не дружит. Здесь, конечно, лечиться надо. Лечиться у специалистов, причем долго и, возможно, даже током. Да? Как в старину лечили током. Вот. Бояться вам его не стоит, но я бы, конечно, советовала подальше. Подальше от него держаться, там, от бывших всяких подальше. И еще такой совет. Будьте максимально вежливы с мужчинами, которые не владеют собой. То есть это видно невооруженным глазом, когда человек с придурью. Поэтому будьте максимально вежливы. Не давайте повод зацепиться и скандалить. Так, еще один очень важный момент. Здесь, скорее всего, кто-то из ваших близких родственников. Человек по вам очень сильно соскучился, либо очень сильно за вас переживает. Но времена нынче неспокойные, жизнь тяжелая, новости вообще страшно включать. Вот. Возможно, вы живете далеко друг от друга, да, и сидит, например, ваша мамочка, либо ваша бабушка, там, наслушается этих там, новостей всяких мерзких и начинает за вас переживать, плакать, да, Боженьку молить, чтобы вас уберег, защитил, чтобы зло не коснулось вас. Знаете, я не могу вам давать тут советы, либо какие-то выдвигать свои мысли, но тем не менее, было бы очень хорошо, если бы вы почаще. Я все понимаю, жизнь такая сложная, ритм такой сложный, там, не хватает часов в сутках, но тем не менее попробуйте находить время для того, чтобы хотя бы, смс-очку кинуть, да, либо маленькое голосовое сообщение. У меня все хорошо, тебя люблю, будет время, там, приеду, либо позвоню. Человеку будет очень приятно просто услышать ваш голос, либо прочитать вашу смс-ку и понять, что с вами все хорошо. Так, мои милые. Давайте я вам еще на оракуле посмотрю. Вижу, что вам нравится, когда мы досматриваем на оракуле. Посмотрим вам совет. Да, совет. Мы не привязываемся конкретно к гаданию, просто будет совет. Если оракул решит поддержать отсыпку, тоже будет очень неплохо. Может быть, что-то добавить, внесет. Итак, совет для моих прекрасных
самых лучших в мире зрителей. Совет. Совет, подсказочка. Очень хороший совет и очень замечательная подсказочка. Кстати, по-моему, такое сочетание карт на каком-то из моих гаданий уже выходило. Возможно, именно на это видео пришли люди, которые смотрели меня ранее. Здесь сложный жизненный путь, здесь непростая судьба, здесь витиеватые пути, выходы. Знаете, как не жизнь, а бесконечная суета, борьба и выживание. Мои хорошие, как бы тяжело бы вам не было сейчас, как бы тяжело бы не складывалась ваша жизненная стезя, верьте в себя. Вы под надежной защитой высших сил. Судьба у вас на самом деле хорошая. И впереди по клеверу вас ждет и настоящая любовь, и счастье, и здоровье, и тотальное везение. Так, мои милые, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.